Далее эфир продолжим обзорами экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с актуального курса валюты. Так, согласно информации Центробанка, доллар сегодня на отметке в 73 рубля и 77 копеек, а евро 89 рублей и 8 копеек. По обмену валюты в Якутске все позиции сегодня за Восточным банком. Американскую валюту покупает за 73,45 и продает за 74,05. Евро покупает за 88 рублей 55 копеек, а продает за 89 рублей и 20 копеек. Между тем стало известно, что цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года. Стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2021 года поднялась на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10 часов дня по якутскому времени. В последний раз стоимость барреля Brent превышала $65 только в январе 2020 года, говорится в сообщении. Эксперты назвали число готовых платить за качество образования россиян. Их доля в 2020 году выросла с 10 до 15% по сравнению с 2016 годом. В то же время 53% согласны на стандартное бесплатное образование. Доля тех, кому доступно платное образование, выросла с 25% в 2018 году до 30% в 2020. Авторы исследования отмечают, что среди жителей Москвы запросы на оплату образования детей и медицины выросли меньше, чем в других регионах. Это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности у жителей столицы бесплатным образованием и здравоохранением, говорится в материалах опроса. Между тем, большинство россиян считают, что власти должны больше вкладывать в здравоохранение. Если брать все регионы, а не только Москву, то порядка 54% жителей России также высказались за увеличение расходов на развитие школ и детских садов. Государству, по мнению 65% россиян, нужно выделять больше средств на развитие больниц, поликлиник, повышение зарплат медицинскому персоналу. Для сравнения, в 2018 году подобного мнения придерживались 52% респондентов. Данное исследование свидетельствует о том, что сегодня население России ожидает и увеличения расходов на профилактику заболеваний. За это высказались 45% респондентов, в том числе и в Москве, говорится в сообщении. Доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Все подробности узнаем у моего коллеги Ивана Лазаренко. Иван, приветствую. А что будет с владельцами криптовалюты, если по каким-то причинам они не задекларируют свой доход? Василий, приветствую. Начнем с того, что декларацию нужно будет подавать в том случае, если сумма операций с криптовалютой превышает 600 тысяч рублей в год. Но если владелец криптовалюты не заплатит налог или сделает это не в полной мере, но в любом случае налог заплатить придется, а также его ждет штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами. Проект закона, который поступил из правительства, предлагает рассматривать цифровые валюты как имущество. Доход от операций с ними будет облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц. Простые россияне и организации, имеющие право распоряжаться такими цифровыми активами, должны будут подавать налоговую декларацию, когда сумма операций с криптовалютой превышает 600 тысяч рублей в год. Если владелец криптовалюты не заплатит налог или сделает это не в полной мере, его ждет штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Если он не предоставит налоговую декларацию, сорвет сроки или внесет в документ недостоверные данные, ему придется заплатить штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты. Минфин России планирует 15 декабря этого года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Речь идет о проекте федерального закона, который будет предусматривать возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. После того, как в 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования, включая индивидуальный пенсионный капитал и гарантированный пенсионный план. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и онлайн-кассы планирует объединить Федеральная налоговая служба.
Это позволит россиянам видеть все свои покупки, которые были оплачены с помощью банковских карт. Если по этим покупкам положен налоговый вычет, то его можно будет получить нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава налогового ведомства Даниил Егоров. В марте планируется запустить технологию по получению инвестиционных и имущественных вычетов, что сократит сроки возврата денег до 1,5 месяца. Эта технология будет тестироваться и для вычетов на лекарства. В настоящее время для получения вычетов необходимо подавать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ, прилагая подтверждающие вычеты документы. Минсельхоз планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах. Заменой им будут студенты. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ведомство нашло решение проблемы и станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями. Хатуов отметил, что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле. Ранее Хатуов попросил власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. По его словам, аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда. Общий объем привлеченных средств жителей и предприятий Якутии в банках за прошлый год увеличился со 180 до 189 миллиардов рублей. Доля вкладов населения в нем составила 83%, депозитов юрлиц 9%, а ИП 8%. Объем банковских вкладов жителей Якутии к 1 января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 14,5%. Отмечается, что значительный рост объемов вкладов населения связан с перечислением на счета граждан различных социальных и премиальных выплат. Кроме того, минувшим летом из-за коронавируса многие якутяне не смогли поехать в отпуск и отложили неизрасходованные деньги до лучших времен. Напомню, вклады и счета частных лиц и малых предприятий в банках, участниках системы страхования вкладов, застрахованы государством. Даже если банк лишится лицензии, вкладчики гарантированно получат свои средства, но, правда, в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Василий, передаю слово тебе. Да, спасибо. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а далее узнаем о событиях за пределами страны. Мировые новости в эфире. Япония запустила программу вакцинации. Первыми привьются медицинские работники. О том, сколько людей на очереди и какую вакцину используют японцы, знает Никита Конев. Япония в среду запустила свою программу вакцинации. Первыми препарат от Pfizer получат медицинские работники. Это большой, обнадеживающий первый шаг к концу пандемии коронавируса. Около 40 тысяч медиков из примерно 100 учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, получат первые дозы вакцины. Некоторые из уже привившихся признают, слегка нервничали, но все уверены, бояться нечего. Мой честный отзыв о прививке. Я действительно не люблю уколы, но это не больно, так что все прошло хорошо, и я почувствовал облегчение. Сейчас быстрое вакцинирование всего 126 миллионов населения Японии является главным приоритетом для властей страны. Важной причиной тому стали Олимпийские игры, которые все-таки должны стартовать в конце июля. Тем не менее, по оценкам специалистов, на кампанию уйдет год. Япония подписала контракты на закупку в общей сложности 314 миллионов доз у Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Этого достаточно для 157 миллионов человек. Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, помещен в больницу. По сообщению Букингемского дворца, это мера предосторожности, принятая после того, как принц почувствовал себя не вполне здоровым. Недомогание стало причиной госпитализации герцога Эдинбургского Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Канцелярия Букингемского дворца сообщила, что это мера предосторожности, не связанная с коронавирусом. В лондонскую больницу, носящую имя короля Эдуарда VII, принц приехал на автомобиле. Внутрь вошел самостоятельно. Пациент находится в бодром расположении духа и останется под наблюдением врачей в ближайшие несколько дней. Королева проводит это время в Виндзорском замке. Она и герцог Эдинбургский получили прививки от COVID-19 в начале января.
Принц Филипп ненадолго попадал в ту же больницу в декабре 2019-го, также в целях предосторожности и для лечения, как было тогда сказано, еще не наступивших симптомов. Он редко появляется на публике с тех пор, как в августе 2017 года объявил о сложении из себя большинства официальных полномочий старшего члена королевской семьи. Очередное извержение вулкана Этна, самого активного в Европе, происходит на Сицилии. Очевидцы размещают в социальных сетях фото и видео впечатляющего явления. По словам сейсмологов, угрозы жизни, здоровью и имуществу людей нет, но расположенный поблизости аэропорт закрыт. Сергей Берец, АЧП. Гора Этна, вулкан на восточном побережье Сицилии, под вечер во вторник устроила новое яркое шоу. Извержение происходит из северо-восточного кратера. Сейсмологи не считают его опасным. Бывало и хуже, так обрисовал ситуацию в интервью агентству Аджи Стефано Бранко, директор Института геофизики и вулканологии в Катании. Тем не менее, международный аэропорт в этом городе закрыт из соображений безопасности. Жителям Катании нередко приходится очищать улицы и дома от пепла и мелких камней, которыми засыпает их Этна. Ученые и непосвященные граждане сходятся во мнениях, что открывшееся им зрелище яркое, но угрозы не несет. Профессор Пол Бирн из Университета Северной Каролины написал в Твиттере, что оранжевый цвет пузырю у основания столба дыма, вырвавшегося из жерла, придает раскаленная лава. «Не все оранжевое, Трамп», отметил в комментарии к посту Бирна пользователь с ником Мус-Мускулус. Экстренные службы и муниципальные власти объявили режим повышенного внимания в расположенных неподалеку от вулкана деревнях Лингалуасса, Форнаццо и Мило. Марокканский пейзаж, который Уинстон Черчилль написал в 1943 году и подарил Франклину Рузвельту, выставлен на торги аукционного дома. Ожидается, что он уйдет примерно за $3,5 миллиона. Продается картина из семейной коллекции актрисы Анджелины Джоли, рассказывает Сергей Берец. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль практически не брался за кисть в годы Второй мировой войны, а до и после посвящал немало времени одному из главных своих увлечений – живописи. Пейзаж, запечатлевший минарет мечети Аль-Кутубия в Марракеше, редкое исключение. Его Черчилль написал в 1943 году после конференции в Касабланке и подарил президенту США Франклину Делано Рузвельту, партнеру по антигитлеровской коалиции. Работа выставлена на торги, которые пройдут 1 марта. Оценочная стоимость от 1,5 до 2,5 миллионов фунтов, говорит глава отдела современного британского искусства в аукционном доме Кристис Николас Орчард. Вероятно, заинтересуются покупатели из Великобритании и Соединенных Штатов. Дело в Черчилле и Рузвельте. Но существует также интерес как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке. Лот продает семейная коллекция актрисы Анджелины Джоли. У нас есть две другие вещи Уинстона Черчилля. Еще один вид Марракеша, который он подарил фельдмаршалу Монтгомери, своему выдающемуся военачальнику, а также пейзаж с изображением двора при соборе Святого Павла. Он нередко писал Лондон. Среди других имен, которые представлены в каталоге, живописец Джон Лавери и скульптор-монументалист Генри Мур. Свой профессиональный день празднуют сотрудники транспортной полиции. Ежегодно он отмечается 18 февраля. Транспортная полиция осуществляет обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. На связи со студией корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, расскажи подробнее о специфике работы стражей транспортного порядка. Здравствуй, Василий. Сейчас я, как вы могли догадаться, нахожусь в аэропорту, где ежедневно сотрудники транспортной полиции совместно с сотрудниками аэропорта своими ежедневными усилиями обеспечивают здесь безопасность всех пассажиров. Мы поздравляем всех причастных к транспортной полиции с профессиональным праздником. Ну а подробнее о своей работе нам расскажет инспектор по досмотру Юрий Кузьмишин. Юрий, здравствуйте, поздравляем вас с праздником. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли вот в эту профессию? Здравствуйте. В профессию я пришел не то чтобы прямо случайно. Мне всегда нравилось
объекты вот эти транспорта. Мне нравились самолеты в свое время, корабли, железная дорога. Это непосредственно те вещи, к которым мы относимся. Транспортная полиция. Это железная дорога, воздух и вода. Это 3 объекта, которые мы обслуживаем. Я пришел сюда, изначально работал в патрульно-постовой службе, тоже на транспорте. Затем перешел вот сюда, в аэропорт, где работаю инспектором специализированного отделения по охране общественного порядка. А скажите, пожалуйста, как давно вы вообще вот в этой профессии и какие у нее особенности? Ну, я конкретно не нахожусь, а служу в транспортной полиции с 2009 года. На должности инспектора совсем недавно. Но ранее я тоже работал в аэропорту здесь же когда-то, 2011 год. Особенности, ну, как и у всех сотрудников полиции, мы занимаемся конкретно охраной общественного порядка, пресечением и выявлением преступлений, административных правонарушений. Вообще в день, если можно привести статистику или ежегодно, сколько правонарушений вы пресекаете на территории аэропорта? Ну, могу сказать, цифры такие. За 2020 год, прошедший, по статистике было более 7 тысяч административных правонарушений, выявленных на объектах транспорта, конкретно у нас. Ежедневно это примерно сколько получается? Ежедневно, ну, все зависит от количества выполняемых рейсов, количества прилетевших рейсов, ну, и загруженности комплекса аэровокзального. Ну, примерно 3, 4, 5, а общее по управлению более 30-40 пресечений различных административных правонарушений и преступлений. А чаще всего, вот по каким, ну, чаще всего люди что именно нарушают, за что их задерживают? Ну, всяческие бывает, наносится, ну, давайте как бы конкретно по аэропорту. Здесь бывает в основном по документам, по документации у нас. Где-то люди летают с просроченными регистрационными документами, это иностранные граждане конкретно. Где-то российские граждане, которые, ну, вовремя не становятся на регистрационный учет. Ну, такие моменты. Ну, конечно, антиалкогольное законодательство тоже у нас хворает, бывает. Ну, такие моменты. Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем потенциальным пассажирам, да, будущим посетителям аэропорта. Что вы им скажете? Ну, в первую очередь, когда граждане приходят в аэропорт, в комплекс вокзальный, нужно немножко повнимательнее быть. Повнимательнее со своими вещами, документами, ну и как бы в основном за детьми. Очень пристальный уход за детьми, потому что в аэровокзальном комплексе очень много таких моментов, как эскалаторы, ленты, там, досмотровые терминалы, которые очень влияют на здоровье граждан. Вот как-то так. Спасибо, Юрий. Ну что ж, а у меня на этом все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за информацию. А мы, в свою очередь, поздравляем всех сотрудников транспортной полиции. Двигаемся далее. Сильный ветер и большие волны привели к тому, что дома и улицы деревни на юго-востоке Ирландии покрыл толстый слой органической морской пены. Как справляются с этим жители, узнал Артем Сторонов. Толстый слой пены покрыл в минувшие выходные здания и улицы в деревушке Банмахон на юго-восточном побережье Ирландии. Однако местные жители не спешат бить тревогу. По их словам, такое явление происходит в населенном пункте регулярно, хотя, конечно, и не в таком масштабе, как сейчас. Обычно пенные облака пропадают в течение нескольких дней. «Я никогда еще не видел столько пены, поэтому и решил запечатлеть это на видео», говорит автор этого ролика, житель Банмахона, плотник Джоди Саттон. Как сообщили представители Национального управления океанических и атмосферных исследований, морская пена формируется из органической материи, взбитой сильным ветром и волнами. Такое явление можно наблюдать не только в Ирландии. В плохую погоду толстый слой морской пены часто покрывает также берега в Испании и Австралии. Возвращаемся к нашему региону. С конца прошлого года жители дома по улице Чеченко, 23 Якутска, утопают в водах от прорыва трубы отопления. В квартирах вздулись полы и отслоились стены. С криком о помощи жильцы неблагополучного дома обратились в нашу редакцию, так как не могут найти общего языка с управляющей компанией. Разбиралась в ситуации Алена Игнатенко. Канализация. В квартирах вода. Вон, смотри, пар идет.
Кому ты рассказываешь? Сейчас полилось и пошла это. Видишь, вон пар идет. В квартирах воняет. Канализация. Этому дому сколько раз говорил, пишите коллективное заявление. Потому что тут трасса, вся дела. Мы можем только кусок поменять, мы все не можем поменять. Сложно поверить, но это жилая комната в неаварийном жилом доме по адресу Очиченко, 23. С ноября прошлого года прорыв трубы отопления приводит комнату в подобное состояние. И если бы не батареи, здесь запросто можно было бы устроить каток. Играть здесь не могу, потому что вода здесь большая. Детская комната Вилюяна давно не используется по назначению. Грязная вода, проступившая из дыр в прогнившем полу, стоит по щиколотку. Работы по локальному устранению аварии спасают лишь на короткий срок. В условиях экстремально низких температур задвижки не справляются, и вода снова подтапливает жилой дом. Здесь весной снег тает, все нас заливает. Мы откачиваем весной шлангами отсюда, насосами. Все это мы сами, видите, как я все делаю, обшиваю. Почему я обшила сама лично? Потому что у нас стены просто намокли и сыпятся. Такие же сложности в соседней квартире. Несмотря на то, что уровень квартиры семья Макиенко своими силами подняла на 20 сантиметров, непрекращающийся поток воды проступает уже и из-под их пола. Одноэтажный деревянный дом построен аж в 60-х годах и уже давно не пригоден для жилья. Тем не менее, в межведомственную комиссию по признанию дома аварийным жители дома не обращались. В доме всего 6 квартир, и оплатить независимую экспертизу жильцы даже в складчину не в состоянии. Здесь надо же собирать деньги, здесь все пенсионеры живут. Дочка инвалид вот с ребенком. Сумма же не маленькая получается на признание. А пока ведомства решают, как и кто должен помочь жителям ветхого дома, вода разрушает его от основания до крыши. Жители дышат сыростью и кладут доски на проступающие из-под пола лужи. 2,5 месяца вода текла вот здесь под окнами, вон. Можно посмотреть под нашими окнами. 2,5 месяца она текла, и 3 суток вот там хлещет. Все, сырость такая, а что? По информации управы промышленного округа, документы о признании дома аварийным теперь можно подать в упрощенном варианте. Понадобится только коллективное заявление жильцов и правоустанавливающие документы на квартиры. А дорогостоящую экспертизу оплатит город. Алена Игнатенко, Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Алданском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Более подробно расскажет Дмитрий Тымыров, он подключается к нам. Дмитрий, здравствуй. Какие санкции принимаются в отношении граждан, которые нарушают закон таким вот образом? Василий, здравствуй. Установлено, что местная жительница была поставлена на учет в качестве безработной. В дальнейшем трудоустроилась, однако о данном факте в органы занятости не сообщила, продолжая незаконно получать пособие по безработице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении пособий путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат». Прокурором утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. 17 февраля суд изменил меру пресечения ректору Арктического государственного агротехнологического университета Ивану Слепцову. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. Ректор содержался под стражей с 27 ноября 2020 года. Напомним, уголовное дело в отношении Ивана Слепцова возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». Он подозревается в незаконном получении из федерального бюджета более 250 миллионов рублей на обучение 136 несуществующих студентов. Инспекторами ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Так, в ходе проведенного рейда инспекторами было выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Продавец магазина, расположенного по улице Ливаневского города Якутска, реализовал алкоголь несовершеннолетнему, не поинтересовавшись его возрастом и документами. Вся алкогольная продукция была изъята на месте. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, санкциями которой предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
4 нерюнгринцев вымогали деньги у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Они рассчитывали на то, что жертвы не станут обращаться в полицию. Так, в Нерюнгринском районе завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении участников организованной группы, сообщает пресс-служба МВД Республики. 4 обвиняемых в возрасте от 29 до 40 лет обвиняются в вымогательстве, грабеже, угоне и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ранее судимый 40-летний житель города Нерюнгри, стремясь обогатиться и укрепить свой авторитет, организовал группу из числа своих знакомых для вымогания денег. Деньги они вымогали у лиц, причастных к незаконному обороту синтетических наркотиков. По версии следователя, обвиняемые рассчитывали на то, что данные лица не станут обращаться в правоохранительные органы. Они не могли знать того, что потерпевшие сами были под наблюдением оперативников, говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, на период которого всех фигурантов заключили под стражу. В Мирнинском районе раскрыта кража свыше 40 тысяч рублей с банковской карты. Так, в дежурную часть Удачнинского отделения полиции с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его кошелек и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 40 500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний мужчина. Установлено, что потерпевший потерял свой кошелек в баре. Выпавший в кошелек подобрал подозреваемый и, обнаружив в нем банковскую карту с пин-кодом, решил проверить ее на наличие денежных средств. Пройдя до ближайшего банкомата, он снял 40 500 рублей. Похищенные деньги потратил на алкогольные напитки и продукты питания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Республиканская прокуратура сообщает, что с начала этого года на территории региона зарегистрировано 1022 преступлений. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, с 216 до 169 уменьшилось количество преступлений против жизни и здоровья. При этом совершено 13 убийств, их раскрываемость составила 100%. Отмечен рост преступлений против собственности с 405 до 524. Правоохранительными органами выявлено 48 преступлений экономической направленности, а также 9 преступлений коррупционной направленности. Отмечено снижение преступности среди несовершеннолетних на 42,9% или с 35 до 20. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории республики совершено 5 преступлений, что на 61,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, совершенных жителями других регионов, уменьшилось на 35,7% или с 14 до 9. Не снижается количество преступлений, совершенных женщинами. Ими совершено 104 преступления против 102 за период января 2019 года, передает пресс-служба прокуратуры республики. А теперь к происшествиям из-за предела региона. Так, в Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с детской коляской. Так, как сообщает Следственный комитет, 15 февраля в Кировском районе Новосибирска 48-летний мужчина за рулем иномарки вступил в конфликт с 36-летней женщиной. После ссоры водитель наехал на нее на машине. Женщина упала вместе с коляской, в которой находился ребенок. Позже у нее диагностировали перелом ноги. Мужчину задержали, с ним работает следователь. По информации Следственного комитета, раньше он был осужден за кражу. Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на убийство. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил 5 лет условно. Об этом сообщает ТАСС. Так, Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента Роснефти Виктора Ишаева к условному сроку на 5 лет со штрафом 800 тысяч рублей по делу о многомиллионной растрате. Суд также частично удовлетворил иск Роснефти, взыскав с Ишаева около 7,5 миллионов рублей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч. Да, Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Дмитрий Тымыров. Ну а мы переходим к другим событиям. Спасение красноклювых в Псковской области. Работает единый в России волонтерский центр помощи аистам. Попавшие в беду птицы находятся под чутким присмотром орнитолога. Пристанище себе нашли уже 55 птиц. Проект «Дом белого аиста» существует с 2018 года. Активисты центра не отлавливают аистов в дикой природе намеренно. Они кормят и лечат тех красноклювых, которые привозят люди. Там птицы не только восстанавливаются, но и находят в себе вторую половину.
те аисты, которые получили самые разнообразные травмы, то есть это аисты-инвалиды, в природу их уже не выпустить, вот, поэтому они вынуждены всю жизнь уже оставшуюся жить рядом с человеком, ну вот, будут жить вместе с нами. Это вот третья зима у нас, и аистов с каждым годом становится все больше и больше. Если в первую зиму с нами зимовало 15 аистов, а во вторую зиму, это вот в прошлой зимой зимовало 38, в этом году их уже 55 растут. Синие собаки из Дзержинска здоровы, активны и проявляют хороший аппетит. Об этом говорят в клинике в Нижнем Новгороде. Туда животные попали, наделав шума в социальных сетях. Никита Конев с подробностями. Состояние голубых щенков, найденных в Дзержинске, нормальное. Их здоровье вне опасности. Об этом сообщили в ветеринарной клинике «Зоозащита НН» в Нижнем Новгороде, куда попали собаки. У животных удовлетворительно. Они активны, у них есть аппетит, жажда, проявляют активность. Мы взяли у них общий анализ крови и биохимические показатели, к нам пришли они в норме. На прошлой неделе видео с животными приятного нежного синего цвета наделало шуму в соцсетях. Необычный окрас прямо-таки заставлял шутить как про героя известного мультика, так и при определенной стадии алкогольного опьянения. Впрочем, ответ на волнующий всех вопрос, как так вышло, что у собак шкура голубой стала, пока официально не озвучили. Наиболее вероятная причина – они переночевали у мешков с химикатами возле обанкротившегося завода «Оргстекло». Сейчас животные на карантине, их стерилизуют и отпустят. В клинике признают, несмотря на всю популярность псов, предложений забрать их из приюта в семью пока не поступало. История в фотопленке. Одному из старейших населенных пунктов Якутии в этом году исполняется 400 лет. Это знаменитый некогда золотыми приисками поселок Витим Ленского района. Как оказалось, не только прииски там золотые, но и люди, неравнодушные к истории своего поселка и своими силами собирающие по крупицам памятные события. На фотовыставке сейчас находится наш корреспондент Анна Кожевникова. Анна, здравствуй. Что интересного удалось найти в экспозиции? Здравствуйте, Василий. Да, мы сейчас находимся в историко-краеведческом музее города Ленска. Здесь в эти дни проходит фотовыставка, посвященная 400-летию Витима «Один день из жизни Витима». Витим – один из самых старейших населенных пунктов Якутии с богатой историей. Как пришла идея организовать фотовыставку, нам подробно расскажет куратор Елена Платонова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Идея фотовыставки возникла в разговоре директора Ленского историко-краеведческого музея Сафоновой Олеси Викторовны с руководителем департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия Макаровым Николаем Афанасьевичем. Было решено организовать фотовыставку, посвященную 400-летию Витима, и научно-практическую конференцию в Якутске. Но предварительно мы решили организовать эту выставку в Ленске, в нашем музее, тем самым открыть череду юбилейных мероприятий, посвященных празднованию юбилея. Музей начал работу в 2020 году, мы изучали фонды, ездили в командировки в Витим, но наших фотографий оказалось недостаточно, и мы обратились за помощью к Михаилу Павловичу Амузинскому, который предоставил фотографии своего архива. На основе этого у нас получилась такая большая фотоистория, которая начинается с конца XIX века до начала XXI. И одной из достопримечательностей Витима, живым свидетелем этой истории, являются дома Громовых. Еще 7 лет назад инициатором создания музея на основе этих объектов стал Михаил Павлович Амузинский. Михаил Павлович, здравствуйте. Расскажите нам подробнее, вы знаете больше всех об истории Витима. Расскажите нам об этой достопримечательности домах Громовых. Здравствуйте, Анна. Честно говоря, когда в прошлом году раздался звонок из Ленского музея по поводу фотовыставки, я отнесся скептически. Но, тем не менее, сел за компьютер и начал перелистывать альбомы. И, верите, нет, появилось какое-то щемящее чувство, в результате которого работникам музея предоставил почти 400 фотографий, и некоторая из них часть попала на настоящую фотовыставку. Но одним из главных элементов
заслугой этой выставки в том, что нам удалось в очередной раз предметно обратиться к этим самым домам Громовых, которые на сегодняшний день являются единственным отличительным признаком поселка от всех других, потому что не будет их, он станет обыкновенным, сайдинговым, безликим населенным пунктом. Потому что эти дома, они уникальны и по архитектуре, и по размещению на высоком берегу Лены, и по своей исторической значимости, что здесь даже песня есть, купчиха Громова чай пивала здесь, окрестности с веранды озирая. И сейчас, к сожалению, приходится констатировать, что эти дома пришли в серьезный упадок, но благодаря серьезным усилиям большого количества людей, и в первую очередь еще в 2014 году Любовь Александровна Попок, когда впервые мы с ней об этом заговорили, и я написал первое ходатайство о том, чтобы их включить в реестр культурного наследия. И вот вместе с ней и при участии культуры Ленского района, музея Ленского краеведческого музея, в конечном итоге в 2020 году эти дома были поставлены на учет как объекты культурного наследия регионального значения. И теперь вот, когда родители провожают детей в большую жизнь, у них слезы на глазах и щемящее чувство ностальгии. Вот что-то подобное многие из нас сейчас испытывают, что эти дома теперь уже имеют статус, уже вырабатываются варианты финансирования, реставрации этих домов. В конечном итоге она произойдет, и я надеюсь, что они засверкают окнами, в них зазвучит детский голос нового поколения Витима. Мы тоже так же думаем, да? Очень хорошо. А помимо выставки фотографий, в музее еще организована выставка предметов быта витимской старины. Тоже собрана из вашей коллекции, да? Там более 300 экспонатов. Как вот вы собирали их, какое долгое время, наверное, и самые какие-то ценные, может быть, расскажете нам самые старинные экспонаты, какие есть в коллекции? Ценных экспонатов там, они все по существу ценные, и собирались они на протяжении большого количества времени, потому что первые пробы начались еще в глубоком детстве, когда я стал коллекционировать значки. И постепенно это выросло в то, что появилась необходимость собирать эти старинные вещи, чтобы сохранить их для последующих поколений нашего Витима, потому что он же на мне не закончится. И в результате в эту работу включились и коллеги мои по службе в милиции, и многие другие жители. Ну и получилось что-то около 350 экспонатов, представлено вот здесь на этой выставке. Они все в основном 20 века. Нет таких очень древних, где-то времен Очакова покорения Крыма, но тем не менее они наши, они витимские, их трогали наши жители, наши предшественники, старики, и они этим ценны. Например, вот даже простой кронштейн для держателя изоляторов, он из того купеческого времени, и вполне возможно, что по этим самым изоляторам в Витим пришел первый телеграф. Пришел в Витим, чтобы потом пойти дальше на Бодайбо, для того, чтобы приисковые конторы связать с конторами в городе Иркутске. То есть вот этот предмет, разве он не ценен? Абсолютно ценен. Вот, например, да. Спасибо большое, Михаил Павлович. Мы подробнее потом в репортаже расскажем о всех экспонатах, которые собрал Михаил Павлович. А жители Ленска могут приходить и смотреть фотографии, смотреть экспонаты. До 1 марта будет действовать выставка фотографий, а потом она уедет в Якутск, затем в Москву. Василий? Да, Анна, спасибо. Будем надеяться, что экспозиция, выставка будет пользоваться популярностью среди жителей Ленского района. А об истории поселка Витим нам помогла узнать Анна Кожевникова. Итак, переходим к событиям в спорте. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале турнира россиянин выиграл у своего соотечественника Андрея Рублева. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас подключается к нам. Власий, с каким счетом завершилась эта встреча? Ну и с кем сыграет Медведев в борьбе за выход уже в финал? Василий, здравствуй. Медведев выиграл со счетом 7-5, 6-3, 6-2. В полуфинале турнира он сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в своем матче оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. Да, хочу добавить, что Медведев станет вторым россиянином, который сыграет в полуфинале. Также у нас в эту стадию пробился Аслан Карацев. Он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-3, 6-2. Спортсмены встретились друг с другом в 5-й раз. Во всех случаях победу праздновал Медведев. В полуфинале турнира он сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в 1/4 финала выиграл у испанца Рафаэля Надаля. В настоящий момент Данил Медведев располагается на 4-й строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе 9 титулов ATP. На турнирах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в финал. Матч Медведева с Циципасом пройдет завтра. Российский страж ворот Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. В матче против Баффало он оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 20 бросков. Благодаря этому его команда выиграла со счетом 3-0. Вратарь провел первый сухой матч за клуб, а также одержал первую победу в НХЛ. Напомним, 25-летний Сорокин подписал контракт с Айлендерс летом 2020 года. В текущем сезоне Сорокин провел 4 матча. Ранее он выступал за московский ЦСКА в континентальной хоккейной лиге. В составе армейцев он становился победителем Кубка Гагарина и серебряным призером лиги. Мужская сборная России по водному полу обыграла команду Хорватии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме. Россияне выиграли встречу со счетом 14-13 и продолжают возглавлять таблицу группы «Б». Они набрали 7 очков и гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира. Второе место занимают хорваты, у которых 6 пунктов. Тройку лидеров с 4 баллами замыкают представители Нидерландов. Далее идут команды Румынии, Франции и Германии. В пятом заключительном туре российская команда встретится с нидерландскими спортсменами. Футболисты португальского Порту на своем поле обыграли итальянский Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей результативными ударами отметились Мехди Тареми и Муса Марега. Единственный мяч гостей забил Федерико Кьеза. Порту впервые в истории выиграл у Ювентуса. Команды до этого провели 5 матчей, в 4 из которых победу праздновали итальянские футболисты. Еще одна встреча завершилась ничейным результатом. Ответная игра данного противостояния пройдет в Турине 9 марта. В другой встрече игрового дня дортмундская Боруссия на выезде со счетом 3-2 победила испанскую Севилью. В составе шмелей дубль оформил Эрлинг Холланд. Еще одно взятие ворот провел Махмуд Дауд. У андалусийцев точные удары на свой счет записали Сусо и Люк де Йонг. В этой игре Холланд забил 17-й и 18-й мячи в Лиге чемпионов. Для этого норвежскому нападающему понадобилось 13 матчей. До этой встречи Боруссия и Севилья играли дважды. Теперь в активе команд по одной победе. Еще одна игра завершилась в ничью. Ответная встреча этой пары также пройдет 9 марта в Дортмунде. Перейдем к событиям нашего региона. Исполнительный комитет УЕФА отменил розыгрыш юношеской футбольной лиги чемпионов. Такое решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции. Россию на этом турнире должен был представить московский клуб Чертаново, в составе которого мог выступить якутянин Артем Соколов. В прошлом сезоне юношеской лиги России он провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста. По итогам кампании якутянин был признан лучшим игроком турнира. В данный момент Соколов выступает за основную команду Чертанова ФНЛ. В Якутии в 52 школах будут улучшены условия для занятий физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики. В текущем году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 7 школах отремонтируют спортивные залы. Одна школа перепрофилирует имеющуюся аудиторию под спортивный зал. 34 школы будут оснащены спортивным инвентарем. Еще 10 школ получат спортивное оборудование для открытых помещений. Сообщается, что на реализацию этого проекта будет потрачено более 45 миллионов рублей. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Спасибо, Власий. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил Власий Сергеев. И сейчас у нас на связи Южная Якутия. Наш корреспондент встретилась с Евгенией Левиной из Нерюнгри, финалистом конкурса National Geographic и «Самая красивая страна». Она не только снимает, но и помогает своим моделям. Ирина Кичигина подключается к нам. Ирина, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Василий. Сойки, кедровки, поползень, синицы, бурундуки и белки умеют быть настоящими фотомоделями, если попадают в кадр к Евгении Левиной.
Фотограф-анималист – одна из интереснейших профессий. Для нашей героини фотографировать животных и птиц – это хобби. И если в теплое время года она выходит на фотоохоту и там подкармливает своих питомцев, то зимой она устроила кормушку прямо у себя за окном. Евгения, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие птицы прилетают в лютые морозы на кормушку, какие сейчас с наступлением весны и какие прилетают прямо весной? Здравствуйте. Самые первые с наступлением холодов появляются синицы. Это происходит в сентябре, когда выпадает первый снег. И синички появляются на моей кормушке. Следом за ними прилетают воробьи. Вот. Также начинают появляться дятлы. Это большой пестрый и малый пестрый дятел. Ну, а потом уже прилетают чечетки. Это происходит примерно в конце ноября или в декабре. Приметы весны очень хорошо тоже можно смотреть по птицам. Что начинает происходить? Во-первых, птицы начинают прилетать реже. Дятлы в январе и феврале могут прилетать по 10 раз за сутки, за день, вернее, за день. Синицы и воробьи целый день здесь кружатся на кормушке, чечетки тоже. Но когда наступает март, наступает тепло, птицы все реже и реже начинают прилетать, меньше корма у меня уходит. Но самый интересный факт у меня наблюдался за чечетками. Когда наступает тепло, это примерно в апреле, то чечеток собирается здесь огромная стая. Если в течение зимы летает 10-15 штук, стайка небольшая, то к апрелю их собирается здесь до 50, до сотни, наверное. Они сидят вот там у меня на проводах и по очереди летят на кормушку, чтобы поклевать корм. Вот так вот интересно. И потом к апрелю, к концу апреля все пропадают. Значит, пришла весна. Скажите, пожалуйста, вот даже если дома живет попугайчик, если ему насыпаешь корм, то он обычно в первую очередь съедает то, что ему нравится больше, а потом что-то остается. Скажите, а что любят ваши подопечные? Вот что предпочитают, какие виды птиц? Все птицы любят семена, любят какую-то крупу. Я много читала, прежде чем кормить своих подопечных. Мои курочки, я их так называю. Курочки – это воробушки, наверное, потому что они любят пшено и клюют его. Вот я кормлю пшеном. Воробьи предпочитают его, ну тоже и семена, семечки любят. Для чечеток и синиц я специально покупаю семечки и орехи. Так как у чечеток очень мелкий маленький клювик, и им тяжело расщелкнуть семечки, то я покупаю им очищенные семечки и в блендере перемалываю орехи. Вот давайте мы им насыпем, смотрите, вот как раз там чечетки, видно их? Сейчас... Да, вот они как раз прилетели. Да, сейчас мы насыпем им орешки. Вот сюда. Скажите, пожалуйста, а вот я вижу, тут у вас кусочек сала лежит. Это для кого? Сало – это для дятлов. Они большие любители сала. Тоже я прочитала, что можно зимой их этим кормить. Но они тоже не отказываются и от орехов, и от семечек. Сначала прилетят, поклюют сало, потом в конце выбирают себе семечку или орешек и улетают, чтобы спрятать в свою кладовую. А еще скажите, вот на улицах можно увидеть такие кормушки, которые делают сами там дети с папами, да, то есть какие-то коробки, банки. А у вас такая необычная кормушка, это просто какие-то веточки. Почему? Ну, для этого две причины. Первая, птицам удобно сидеть на веточках, они могут сюда прилететь целой стайкой. А во-вторых, это моя личная причина, так как я занимаюсь фотографией и фотографирую птиц, то у меня есть возможность сделать это зимой прямо из окна. Вот, чтобы получился красивый кадр, пожалуйста, на веточку птичка села, и получается отличный портрет. Скажите, пожалуйста,
Это, то есть, веточка, да, сделанная вами и специально сюда приспособленная, чтобы вот птички садились, а не дерево, да, которое просто за окном стоит. Нет, это веточки, которые летом я приклеила несколько пенечков на козырек окна, а уже к этим пенечкам я водой примерзаю, можно сказать, вот такие веточки. Веточки у меня меняются как декорации. Могу сегодня такую веточку прикрепить, а завтра другую, и, пожалуйста, будут разные красивые кадры. Спасибо, Евгения. Зима уже на исходе. Птицы, так же, как и мы, ждут приближения весны, а Евгению ждут новые интересные кадры. Василий? Да, Ирина, спасибо. На прямой связи из Нерюнгринского района была моя коллега Ирина Кичигина. Необычная история дружбы завязалась между арабским жеребцом Майсамом и беспородной собакой по кличке Мухтар в Калининградском конно-спортивном клубе. История знакомства произошла летом прошлого года, когда конюхи принесли в конно-спортивный центр маленького щенка, найденного на соседней даче. Изначально планировалось, что Мухтар будет охранять клуб, однако щенок оказался настолько дружелюбным, что вместо выполнения охранных обязанностей решил подружиться с местным жеребцом, рядом с которым и было организовано его место. Это Майсам. Это жеребец арабской чистокровной породы. Он рожден в 1999 году, то есть на данный момент ему 22 года. Привезен он из Ливана. Он у нас призер, победитель многочисленных соревнований по конкуру, но сейчас уже в силу возраста по выездке. Пес у нас появился в конце июня. Его наши рабочие конюха нашли в дачах щенка. А так получилось, что он у нас цепной пес и сидит около заднего входа в нашу конюшню. И Майсам здесь же стоит. А также стоит рулон сена, на который пес любит запрыгивать. И так они и подружились. Сначала, конечно, он лаял на коня. Ему было необычно, лошади, огромные животные. Но в дальнейшем, как оказалось, они подружились и очень тепло друг к другу относятся. Молодые ученые Северо-Восточного федерального университета разработали уникальный материал, с помощью которого можно будет выращивать клетки на пораженных участках человеческого тела. С подробностями нас ознакомит Дмитрий Демыров. Арктический инновационный центр Федерального университета Якутии является уникальным центром. Именно в стенах этого учреждения создаются различные инновационные проекты. Одним из таких разработок считается материал, с помощью которого можно пересаживать и даже выращивать кожные покровы. Сейчас мы занимаемся разработкой матриц для дермальных эквивалентов. Проще говоря, это такие пленочки, куда в дальнейшем будут насаживаться клетки кожи человека. Клетки кожи человека, они сцепляются с данной поверхностью, начинают на ней размножаться. И затем эти матрицы, они идут как замена кожи, да, при различных ранах, травмах. Например, для комбустиологии, это ожоговые раны. Уникальный материал, по словам нашего героя, создается из полимера молочной кислоты, то есть он считается биоразлагаемым продуктом. Именно за счет этого он растворяется в организме человека. Смотрите, мы сначала получили такую гладкую пленку. Да, тут сюда насаживаются клетки кожи человека, а конкретнее фибробласты. Да? И в определенной среде, приближенной к физиологичному, да, то есть инвитро, будут размножаться клетки. И когда они заполнят все это пространство, то есть они будут уже готовы к подсадке на кожу человека. Так как являются биоразлагаемыми, их, грубо говоря, положил и забыл. То есть они сами растворяются. Получается, полилактит, он сам рассасывается. Расходный материал для этого ученые Северо-Восточного федерального университета закупают из-за пределы океана, а именно из США. А вот обработкой занимаются здесь, в Арктическом инновационном центре, где сегодня созданы все условия. Сзади стоит наш экструдер, пробендер. На нем мы получаем наши филаменты, да, то есть нити для 3D-печати. На нем мы получаем наши пленочки. Там есть транспортерная лента. С помощью нее мы, меняя ее скорость, можем регулировать толщину нашей пленки. То есть чем быстрее эта лента принимает, да, тем тоньше становится наша пленка. Сейчас их инновационный продукт проходит апробацию в лаборатории университета, где на опытных образцах проводятся испытания этой пленки. Сейчас мы плотно работаем с клиникой, с лабораторией клеточных технологий, с клиники медицинского института.
У нас скоро в марте начнутся опыты по подсадке клеток на наши матрицы, и мы как раз можем посмотреть, как быстро они размножаются на наших пленках, как хорошо они сцепляются, нужно ли какое-то дополнительное напыление на нашей пленке. И параллельно с этим мы ведем работы по изучению свойств совового полилактида. Данный проект в прошлом году выиграл грант «Умник» Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей. Эти средства сейчас направлены на развитие проекта. Если наноматериал покажет себя с лучшей стороны, то в будущем мы с вами забудем проблему пересадки кожи и нехватки биоматериала. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. А в Ленском районе продолжают свою работу образовательные классы «Точка роста». Их открыли на базе школы номер 2 в Ленске и в школе поселка Передуй. В следующем материале узнаем, что дают классы образовательным учреждениям и какова их главная цель. Первые классы «Точка роста» начали работать в Ленском районе в сентябре 2019 года в селах Мечинча и Нюя. А в прошлом году образовательные классы открылись еще в 2 школах – во второй городской школе и школе поселка Пеледуй. Во второй школе в рамках проекта открыто 3 класса. 2 из них – классы технологий для мальчиков и девочек. Еще один – шахматный класс. Во всех помещениях проведен капитальный ремонт. Классы оснащены новым современным оборудованием. На уроке технологии, вот возьмем уроки мальчиков технологии, просто гвоздь и молоток – это ни о чем не говорит. А когда полностью закуплены все станки и по деревообработке, и по выжиганию, и шлифовальные станки, тогда это интерес проявляется у детей, и они уже понимают, как выточить. Под классы технологий для девочек было отведено фойе на первом этаже школы. Установлены стеклянные перегородки, так образовались 2 кабинета. По точке роста мы получили швейные машинки, оверлоки, ткацкие маленькие станочки, на которых можно выполнять маленькие работы такие, знакомить девочек. Дети обрадовались появлению новых современных классов, делятся впечатлениями и рассказывают, что теперь уроки труда проходят в просторных помещениях. Стало больше места, не надо прям кучкой так сжиматься. Сейчас у каждого есть место для фартука, чтобы вышивать все. И 2 гладильные доски, и получается очень удобно сейчас проутюживать все срезы, все нитки из того, что толпой стоять неудобно это все делать. Нравятся вам уроки технологий? Да! Оснащение одной точки роста обходится федеральному бюджету в 1,5 миллиона рублей. Управление образования Ленского района активно работает над вопросом открытия точек роста. К 2024 году в рамках проекта они должны появиться во всех образовательных учреждениях района. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. А в Якутске заработал первый библиомобиль. Библиотека на колесах будет открытым доступным пространством для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья в столице республики и ее пригородах, рассказывает Агафья Гоголева. Свой первый выезд библиомобиль повез 200 книг и журналов в социальные учреждения столицы. Вся литература получена в дар от горожан и спонсоров. У нас очень много социальных партнеров. Это дома-интернаты, и пансионаты, и частные жители. Они не все могут прийти в библиотеку, поэтому этот проект очень востребован. Проект «Библиомобиль» реализуется в рамках проекта республиканского библиотечного. Это «Читаем все» и в рамках нацпроекта «Культура» в направлении волонтеры культуры. В целях безопасности для читателей все книги прошли карантинную зону. Передача проходит бесконтактным образом. Сотрудники соцучреждений благодарят Национальную библиотеку и надеются на дальнейшее сотрудничество. От имени интерната выражаем большую благодарность библиомобилю Национальной библиотеки. И в дальнейшем хотим сотрудничать с вами. Республиканской библиотеки, они постоянно нам помогают. Еще до карантина, до пандемии, они нам постоянно проводили литературные вечера. И мы очень рады. Еще, наверное, после карантина еще будем совместно работать. В будущем возможности библиомобиля планируют расширить. Будет разработан маршрут, куда библиотека на колесах сможет ездить по всем районам столицы и предоставлять свои услуги. Обслуживание оно может проходить даже, скажем, под чистым небом. Да? Машина приехала, развернулась по определенному графику. Люди, которые рядом или знают этот график, могут подойти и получить библиотечные информационные услуги, одолжить книгу домой, получить консультацию по электронной библиотеке, да? Ну и прочие наши сопутствующие услуги, которые мы туда включим.
Пока первый библиомобиль в республике работает в тестовом режиме. Более подробная информация об его услугах будет размещена на официальном сайте Национальной библиотеки Якутии. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. Прямо из квартиры до кабинета врача в столице третий год работает служба социального такси. Людям с ограниченными возможностями здоровья социальную услугу предоставляют 2 частных предпринимателя. До пандемии был большой спрос от населения. Сейчас в среднем за день они выполняют от 1 до 4 выездов. Машину заказывают заранее. Большинство из них – это инвалиды 1 и 2 групп из города Якутска, а также поездка осуществляется из Хатасту, Лагина-Кильдямцы в поселка Кангаласы. Для работы социального такси в рамках столичной программы социальная поддержка населения предусматривается финансированием. Общий объем за год составляет более 25 миллионов рублей. Тем самым индивидуальные предприниматели компенсируют расходы поездок. Общий объем средств на год составляет чуть более 2,5 миллионов рублей. И в 2020 году было осуществлено более 2500 поездок и перевезено где-то больше 1500 человек. Это граждане с инвалидностью 1 и 2 группы и лежачие, да? Те люди, которые передвигаются только с помощью носилок. В этом году по итогам полугодия будем анализировать. Если средств выделенных не будет хватать, то возможно будут изменения в бюджете. 2 школы Якутии стали участниками первого этапа всероссийского конкурса «Здоровая Россия. Общее дело». Одна из них – Хангаласская среднеобразовательная школа имени Самсоновых. Основные направления деятельности не только образование, но и воспитание. Но, по мнению педагогов, это необходимо осуществлять вместе с другой важной задачей – оздоровлением. Это и пропаганда ЗОЖ, и развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом, привитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. Сегодня в школе порядка 900 детей. Я работаю здесь более 23 лет, и все эти годы, конечно, пропагандировала здоровый образ жизни, но считаю это одной из методов профилактики вообще и девиантного поведения, и от агрессивного поведения. Работаем в основном на профилактику и пропаганду здорового образа жизни. Мы 2-й год уже участвуем, в акции «Общее дело». Это общественная организация «Здоровая Россия». И, в прошлом году мы заняли 1 место. В этом году мы, в силу пандемии, конечно, до Нового года в основном участвовали в онлайн-вебинарах, проводили классные часы через Zoom. И наконец-то мы уже живьем проводим, наши волонтеры проводят классные часы уже живьем, очно. Сейчас полезная информация для тех, кто в ближайшее время отправляется в отпуск. Синоптики прогнозируют небольшое потепление в европейской части России в конце недели. По данным гидрометцентра, в Калининградской, Ленинградской, Тверской и Московской областях температура к выходным поднимется. Отклонение от нормы в 10-12 градусов сменится на нормальную погоду. Однако потепление будет кратковременным. По данным гидромета, потепление сменится очередным похолоданием. Кроме того, ожидаются заметные снегопады. Теперь о погоде в крупных городах Якутии. Итак, по традиции начнем с Алдана. Там сегодня днем минус 20 градусов, облачно, ветер от 1 до 4 метров в секунду. Вечером обещают минус 25, ночью минус 27. В Ленске минус 18, без осадков, переменная облачность, ветер от 2 до 6 метров в секунду. Вечером минус 23, а ночью минус 25 градусов. В соседнем Мирном минус 26 градусов, облачно, ветер от 1 до 2 метров в секунду. Вечером минус 29, ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 30 по Цельсию. В Нерюнгри минус 19, облачно, ветер 2-5 метров в секунду. Вечером минус 25, а ночью обещают минус 30 градусов. И о погоде в столице региона. Якутск снова минус 30. Облачность переменная, ночью температура опустится до минус 37 градусов. Ветер 1,3 метра в секунду, влажность 56%, давление 749 миллиметров ртутного столба. К этой минуте у нас все. Спасибо, что все это время оставались с нами. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Всего вам доброго и до свидания.